Мы собираемся с девочками, гуляем по городу, ходим в кафешки, караоке. Меня зовут Манджиева Диана. Я учусь в Калмыцком государственном университете, в Институте калмыцкой филологии и востоковедения на 3-м курсе. Направление у меня калмыцкий язык и литература. О проекте «Утедун. Песня длиною в жизнь» я узнала совершенно случайно в Инстаграме, в истории у Эрвины Аргаевой. Меня это очень заинтересовало. Утедун – это уникальное явление культуры фольклорного наследия монголоязычных народов. Поэтому Утедун включен в перечень шедевров нематериального наследия человечества. Тысячелетиями народ через песню поэтично выражал свои чувства. Калмыки-степняки – народ суровый и эмоционально сдержанный. В менталитете калмыка нет традиции бурно выражать свои эмоции. Все самое сокровенное они хранят у себя в душе. И только через песню калмыки могут выразить свои эмоциональные переживания и отразить всю многообразную палитру чувств. Ну, надо сказать, что вот даже сама этимология слова «дун», да, это что такое «дун»? Но некоторые говорят «звук». Но, извините, вот это тоже звук, да, но «дун»-то это другое. «Дун» – это звук, похожий на какой-то другой звук. Есть очень разные точки зрения, предположения, гипотезы, объясняющие генезис песни, значит, да, вот происхождение протяжной песни. Ну, конечно, многие, они такие мифологизированные, но согласно одной легенде, у хунского императора были дочери-красавицы. У одного хунского императора были красавицы-дочери. Когда девушки подросли, хан по обычаю заключал дочерей в одинокую башню, где они проводили дни и ночи за молитвами и делали подношения великому Тенгри. Девушки не могли общаться с людьми и жили очень уединенно. В этом безлюдном месте жили только волки, которые сторожили эту башню и не выпускали девушек из нее. Младшая из сестер рискнула и подружилась с одним из волков. Впоследствии у нее появляется сын, и от этого сына пошел род. И этот род заложил основу протяжной песни «Утедун», которая так похожа на вой волков. У нас есть несколько, направлений песни. Вот одно из них «Утедун», самое историческое, самое изначально заложенное, которое передается из поколения в поколение. И если говорить, песня, она же везде. Вот мы идем на улице, мы слышим, музыка звучит где-то, вот, например, с машиной, потом у кого-то дома. И невозможно ее отделить от жизни человека. Когда у человека хорошо на душе, он всегда поет. Независимо, утедун, короткая песня, лирическая, это же наше наследие, которое мы должны передать своим детям. Утедун дословно переводится как «длинная песня».
Под этими длинными напевами скрывается не только возможность проявить свои вокальные способности, но и иносказательно выразить быт и уклад кочевого народа того времени. Это своеобразная калька, через которую проявляется размеренность и неторопливость бытия. Отсюда берет начало философское отношение к жизни простых степняков. Это неотъемлемая часть единения с природой и со всем окружающим нас миром. Здравствуйте, меня зовут Джургала, и я хотела бы исполнить куплет из песни «Адяш» и, может быть, «Утыдун» даже. Впервые «Утыдун» я спела, когда мне было 15 лет. Я слышала от Эджи, Авы, мои няни пели «Утыдун». И для меня тогда в таком возрасте казалось, что это, я считала, что это как будто лирическая песня. Когда я пришла в ансамбль «Тюльпан», когда мне было 15-16 лет, пригласили меня быть солисткой государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан». И там мне сказали, нужно начинать программу только с «Утыдун». У меня уже была песня, так как моя няня, она пела, Эджи моя пела, «Дөрвин цекта сөмір улы» называется песня. Это самая первая песня моя. Ну, как-то так. Спасибо. Но мне было очень тяжело петь ее. Я ее 3 года впевала. Утыдун слагались только по особому поводу, если случались знаменательные, эпохальные события касаемо всего народа. Протяжные песни можно назвать церемониальными, где предполагалось собрание большого количества людей, которых что-то сплачивает и объединяет. В основном это были большие застолья, пиры, и, конечно, на таких пирах, чтобы показать свое почтение, воспевались герои и уважаемые всеми люди. Ведь недаром говорилось, что воспевание – это особый обряд почитания посредством песни. Пир продолжается столько, сколько длится песня. Если гость не получал исполнения песни в свой адрес, то он мог обидеться, и обиду эту очень долго носить в себе. В старину свое уважение, признание и благодарность нужно было выражать только публично, и не словами, а пением. Причем содержание песни должно соответствовать их статусу. Ханам и наёнам пели одну песню, а духовным лицам – другую. Я такой полевой работой занимаюсь уже давно, имела опыт общения со многими исполнителями, как у нас здесь, в Калмыкии, начиная с 1977 года, скажем, да, в Монголии, в Западной Монголии особенно. Ну и приходилось слышать наших синьцзянских, айратских исполнителей песен. Ну и сейчас вот я в интернете часто вижу тоже. И что удивительно, вот до сих пор, вот последнее я кого слышала, Бураева Нина Лиджиевна. Вот они исполняли протяжные песни с полуоткрытым ртом. И вот такое ощущение, как будто у них неподвижное лицо и даже как будто бы улыбается. А на самом деле песня у них идет вот так вот плавно, вот как наша степь широкая. Меня зовут Абушеева Татьяна. Исполню вам калмыцкую народную песню «Бичкин керемерин». Бичкин генеле керегенеле чигенеля белик сундулик сыёвдык табеляля белик сундулик сыёвдык табеляля бичкин генеле кекнигенеле тагани гибига дахна болгала хөрен суна болгала хачудан суна болгала эрен суна болгала. И вот в Западной Монголии я записывала одного певца, и вот он сидит, трубку чистит, вот так, и поет, то есть вот с таким полуоткрытым ртом. Я понимаю, академическое пение это другое. Я вот иногда слышу, наши профессиональные певцы исполняют, да, ну они профессиональные певцы, у них своя техника,
Но то, что касается народной, это вот именно так. Аман аңға, конечно, аман аңғақын қоларын дулықы. Поэтому холы яғжақнуға. Желательно надо рот открывать надо, желательно. Семьялай хамартай Французлай асергелділла Йоджа чау чалдылау. Баша халим удунчин должны быть плавно егер. Жөйлер, ананды сачөл жақын зурдық жүдден. Отадындадылы юху. Абақшы утуду үшін еккінді ұлы очень тяжело. А хойыр ғотер югін дасадашы хойыр ғорын күн. Ого. Вот вы кашляете, почему? Потому что вы дыхание не держите. И поэтому вот у вас работа на связке, да. И это не есть хорошо, понятно? Это очень тяжело на самом деле, чтобы прочувствовать. Я знала, о чем поется эта песня, я знала перевод песни, но она мне как-то, бывает же, вот песня, ну как бы не идет, и все. С самого начала я ее пела, просто пела. Ну как песни поют, ну просто пела без всякого вот смысла, без эмоций. Ну как напевала, вот так. Старалась петь, как вот как в музыкальном училище нас учили. Все вот так академически, ну получается манера такая, да. И поэтому я, наверное, немножко запуталась. В принципе, мне нравится вообще петь все песни наши народные, но у Тудун я просто поняла вообще саму суть. Я, наверное, разгадала, может быть, код. Вот этот код, который оставили наши предки. И я поняла, я прочувствовала это. Я пропустила через себя и поняла, как нужно петь. Просто вы стараетесь петь на дыхании. Хорошо? Не забывайте о дыхании. Это как спорт. Вот вы пришли в спортзал, вы же качаете мышцы. Поехали. Еще раз. В последнее время мы вот наблюдаем, что вот именно у Тудун вот этот жанр, он начал постепенно исчезать. И поэтому мне вот пришла такая идея, что нужно ее возрождать и показывать более-менее в новом стиле или привлечь, вот всячески привлечь молодежь и наших родителей, наверное. Потому что даже я знакома с многими бабушками, которые тоже слышали, но не могут исполнять. Но внутри они вот поют, душа поет. У нас это в крови, у нас, у каждого калмыка душа поет, потому что мы кочевники. У кочевников нет такого понятия, как граница. Они считают себя хозяевами местности на той земле, где они сейчас находятся. И, соответственно, у них складывается бережное отношение к этой земле. Но если нет границ, как можно определить расстояние? Кочевники связывали мелодию песни с расстоянием. Границы местности измерялись по слышимости голоса. Бог
до меня дошло, что это действительно какой-то код, который они оставили, чтобы мы дальше разгадывали, чтобы нам было это интересно. Вот эти именно звуки, вот эти вибрации, вот эти все мелизмы. И я думаю, что после нас, наше молодое подрастающее поколение, они, наверное, тоже услышат вот эти звуки и тоже заинтересуются и будут дальше для себя раскрывать. Может быть, мы что-то не до конца, допустим, раскроем. Ну вот у меня свое видение, допустим, у другого артиста, там, певца или человека, который просто нравится вот ему петь утыдун. Он для себя раскрывает другие какие-то секреты. Утыдун — это самое из древних, да, видов исполнения вокала, и оно отличается манерой исполнения от всех других. Вот если брать ученого Ван Гао Чао, он сравнивает синьцзянских монголов с нами, сравнивает горловое пение и наш утыдун. У нас в связи с тем, что мы здесь в Калмыкии живем, у нас и голоса другие. Меня зовут Татьяна, буду петь утыдун. Харла келен тогру. Те, которые живут в горах, где там источники, воды, у них и звук голоса другой. Если вот рассматривать даже монголов, как они исполняют свои, да, у них высокие обертоны идут там. Они как пробивают, как стая птиц, там, я не знаю, как горловые вот эти. У нас же вообще это было не заложено по природе своей, потому что у нас песок, жарко, и у нас более сиплые бывают голоса, низкие. Это вот, хочу сказать, у Эрве Наргаева самый широкий диапазон по вокалу. Передача должна быть. Те, кто яркие музыканты, вот что были, все уходят и уносят этот пласт. К сожалению, с развитием цивилизации начали исчезать некоторые формы нематериальной культуры и народного творчества. Это вполне закономерно и естественно. Изменяется уклад жизни, появляются новые способы взаимодействия между людьми. В век цифрового прогресса уже не так актуальны многие древние средства добычи еды или средств коммуникации. Человек уже давно отлучился от природы и переселился в каменные джунгли, где нет места традициям и обычаям столетней давности. Песенная традиция не является исключением. Некоторые песенные формы и практики видоизменялись или исчезли совсем. Так ушли в прошлое айратские древние песнопения Аадым-Дун, забыты старинные песни-гимны Чыстыр, а калмыцкие героико-эпические песни Баатрал-Гедуде уступили место другим песенным разновидностям. Вот все пелось вот здесь. Конечно, пелась душа внутри, она поет, да, и все пелось у них всегда вот здесь. Не раскрывая рта, издаем такие звуки. Понимаете? Вот это
наша манера исполнения вот именно утудун. Дыхание держим. Чуть выше. На улыбке. Вот. Вот. Услышали звук? Поехали. Выше. 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 Дыхание. Хорошо. Поехали. Вот. Улыбка. Вот. Когда я исполняю утудун, мне нравится, в общем, сам процесс исполнения. Мне нравятся различные мелизмы, которые звучат в этой песне. Да, я представляю, как наши раньше бабушки, дедушки исполняли утудун. Мне бы хотелось очень послушать, как вообще исполняла моя бабушка. Мне рассказывала сестра, что приходили к нам бабушки, к нашей Эди, и они вот на празднике исполняли утудун. Это интересно, и я больше окунаюсь в наши калмыцкие традиции. Протяжная песня является неотъемлемой частью народной традиции. Она сопровождала каждое торжественное событие в жизни калмыка. Свадебные обряды, приезд и угощение гостей. Большое значение придается и сакральному происхождению песни. Извлекая из своего тела эти звуки, человек отпускал все свои переживания и тревоги. Жизнь калмыка была регламентирована огромным количеством ограничений. Это касалось не только женщин, но и мужчин. Ограничения и запреты касались всего поведения калмыка. Нельзя было принимать определенные позы или жесты, произносить некоторые слова. Боясь прогневать духов земли, люди терпеливо сносили неудобства и только в песнях и танцах могли проявить себя и выплеснуть эмоции и чувства. Давно это было. Один человек заболел оспой. В те далекие времена это считалось неизлечимой болезнью. Понимая, что этот человек умрет, однохотонцы, люди, которые жили с ним в одном поселении, боясь заразиться и чтобы уберечь остальных соплеменников, решают оставить его в степи одного умирать, а сами спешно покидают гиблое место. В это время владыка подземного мира Эрлик-хан отправляет на землю своих подданных, чтобы те принесли ему души умерших. И таким образом душа больного попадает в царство Эрлик-хана. Эрлик-хан посмотрел на больного и сказал: «Ему еще не время умирать, отправьте его назад». И в дар за свои страдания больной получил дар, талант и искусство пения. Да, это, конечно, легенды, они мифологизированы, но это, конечно, устные источники. Но так или иначе в памяти народа сохранилось, что это не просто, там, вот, допустим, да, вот, что-то там развлекательное такое, это больше, это свыше дано вот, вам для того, чтобы вот, вы умело это использовали. Ничего, все нормально. Хорошо. Хорошо. Всем хамартала!
Kışna geceler çavuşsan ogo hem ne nardı yalo çavuşlar. Ваши горячие аплодисменты. Что такое голос? И почему человек так любит петь и слушать, как поют другие? Может, это некий дар богов, который нам дан, чтобы выразить свое внутреннее состояние души? Говорят, что когда человек поет, с небес спускаются ангелы. Может, это так и есть. Но калмыки верят, что не ангелы спускаются с небес, а их предки приходят встретиться со своими потомками и протягивают руку помощи тем, кому трудно. Утыдун по праву можно назвать нитью, соединяющей потоки времени, прошлого и настоящего. Через песню мы слышим голоса далеких предков, на языке которых сейчас поют люди. Они передали нам свои послания, и мы постараемся разгадать этот таинственный шифр. Так получилось, что судьба моя так сложилась, что я думала, уезжать мне в Москву или оставаться в Калмыкии. И буквально вот в половину 12-го ночи я приняла окончательное решение, что я пойду на этот проект, и если меня возьмут, я останусь в Калмыкии. И так получилось. Меня взяли, и я поняла, что это знак, наверное, свыше, что я должна здесь остаться и полюбить свою культуру, изучить ее и оставить, так скажем, свое золотое время на благо своей родины. Я почувствовала связь со своими предками. Я рада, что именно руководитель у нас была Эрвена Аргаева. Она дала очень много знаний, впитала в нас. Я не знала, чего я ждала, мне просто было безумно интересно. Именно в тот день, когда я пришла на кастинг, перед кастингом я рассказала своим домашним, и мама была очень рада, потому что она сказала, что ее Эджа, она пела при дворе у Тюмени, Утыдун. И, к сожалению, этот дар никому не передался. И мама говорила, обязательно иди, я надеюсь, что у тебя получится. Если наши предки с далекого прошлого передали нам весточку через Утыдун, то как мы можем прервать эту связь и оставить письмо без ответа? Наш ответ вы услышите голосами наших потомков. Связь времен не прервется.